Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Алия Хайрудинова. И сегодня мы расскажем о лобовом столкновении «Лады» и «Опеля» на выезде из Казани. Да вот здесь по трассе ехал, сухо было, а здесь гололед. Причиной случившегося водители считают гололед. Покажем, как на дорогу на Кремлевской дамбе выпала пассажирка такси из задержания пьяного водителя прямо у здания автоинспекции. А также пытался скрыться, но заехал в тупик. Нет, сейчас снимать человек не. Оказавшись в ловушке, водитель иномарки выкинул сверток, обмотанный изолентой. Это и не только прямо сейчас. Лоб в лоб столкнулись «Лада Гранта» и «Опель Зафира» на улице Азина в казанском поселке Киндери. Удар был таким, что автомобили восстановлению уже не подлежат. Оба автовладельца – гости столицы Татарстана. Причиной, говорят водители, стал гололед. Автомобилями сложно было управлять на скользкой дороге. Вину 25-летний водитель отечественного автомобиля признал полностью. От произошедшего он был в шоке и понимал, что чудом остался цел и невредим. Водителя иномарки, в лоб которой влетела «Лада», госпитализировали. Была бы возможность вернуться и притормозить, естественно, притормозить. Просто не было возможности такой. Машина, так получилось, что перегнали без спешения. Они с братом, водителем «Опеля», выезжали из Казани, ехали домой в Чебоксары. Мужчина рассказывает, движение в сторону выезда из города было очень плотным. Скорость потока была небольшой. До развязки с трассы М7 оставалось совсем чуть-чуть, когда встречная «Лада» вылетела им прямо в лоб. Возможности избежать столкновения не было никакой. Тут автобус тормозил, получается. Притормозил, и он, видимо, с той стороны ехал. Он вообще с крайней правой ехал. И он тормознул и сюда. Водитель «Лады» ехал в Казань из Шапшей, поселок в Высокогорском районе. На трассе чувствовал себя уверенно, до тех пор, пока не заехал в город. Да вот здесь по трассе ехал, сухо было, а здесь гололед. Такого резкого изменения в дорожном покрытии молодой человек не ожидал, и потеря контроля над автомобилем стала для него неприятным сюрпризом. Скорость 70 я ехал. Тормоз начал до 60. Удар был очень сильный. Водитель «Лады» не может нарадоваться, что был в машине один. И справа на пассажирском сиденье никто не сидел. Сам отделался небольшими гематомами. Считает, что ему сильно повезло. Пассажир «Опеля» не пострадал. Водителя осмотрели врачи скорой помощи и приняли решение о госпитализации. Чашечку сломала, он больница. Оба автомобиля сейчас восстанавливать смысла, вероятно, уже нет. «Ладу» погрузили на эвакуатор и увезли к владельцу домой в Шапши. «Опель» повезли в Чебоксары. Он ее покупал такую, что не битая была. Небитый после покупки автомобиль был еще 2 года. И если его владелец может рассчитывать на компенсацию всех убытков, включая стоимость эвакуации «Опеля» в соседнюю республику, то водителю «Лады» все расходы придется нести самому. А после разбора в автоинспекции отвечать за выезд на встречную полосу и неправильно выбранную скорость движения, которые, вероятно, и стали причиной столкновения. Иван Сарафанов, Константин Бушуев, «Вызов 112». Очень сильно повезло не попасть под колеса других машин пассажирки такси, которая выпала на проезжую часть на Кремлевской дамбе. Судя по дате, инцидент произошел сегодня. Человек выпал на дорогу на оживленной магистрали. Водители, едущих сзади машин, успели среагировать и избежать наезда. Подробности и причины произошедшего сейчас выясняются. 23-летняя девушка-водитель «Лады» пострадала, получив ушиб руки и, предположительно, головы. Она ударилась при столкновении 3 автомобилей перед перекрестком проспекта Победы и улицы Мавлютова. Больше в аварии никто не пострадал. Виновницей столкновения, по уверениям остальных водителей, стала она сама. Стоял, остановился на красную, и все. Удар в ***ку. Здрасте. Водитель «Рено» физически не пострадал. Материально тоже меньше остальных участников столкновения. Удар в его автомобиль был не сильный. Он как буфером сработал. И все, я спокойно вышел. Но то, что в меня въехали, то есть что боковать, сейчас выйдем, посмотрим и все. А то есть я вышел, а оказалось, что 3 машины. «Мазде», оказавшейся как в тисках, зажатой между 2 автомобилями, повезло меньше. Разбито и спереди, и сзади. Удар, говорит водитель, в него был довольно сильный. Можно увидеть по автомобилю. Нас вперед двинуло, а он аж назад отъехал. То есть вы видите разницу между нашими автомобилями, которые стояли. Девушка-водитель «Лады» рассказывать, почему не смогла остановиться, не захотела. Избегала всяческого общения и прятала лицо. При этом никакого зла водители других автомобилей на нее не держат. На дороге случается всякое. Тем более, что после дневной оттепели температура воздуха опустилась ниже нуля, и дорога превратилась в сплошной каток. Ехала, получается, то ли тормозиться не успел, то ли тормоза у нее, я не знаю. Просто подошли, спросили, все нормально.
И все, и ГАИ сразу позвонили, сказали ДТП. Увидеть скорую помощь не ожидали. Ее вызвала сама девушка. Жаловалась на боли в руке. К тому же при столкновении ударилась головой. Врачи, осмотрев ее, серьезных травм не обнаружили и не нашли поводов для госпитализации. Помощь ей оказали на месте. Лена Изнатульна, Константин Бушуев, вызов 112. Водителя «Ниссана» с признаками алкогольного опьянения задержали автоинспекторы на улице Даурская в Казани, рядом с комплексом зданий автоинспекции. Водителю предложили пройти экспресс-тест на наличие алкоголя в крови, он не отказался. Прибор показал 0,9 миллиграмма чистого алкоголя в литре выдыхаемого воздуха. Судя по результату, выпил мужчина перед тем, как сесть за руль, совсем немало. От управления его отстранили, автомобиль эвакуировали на штрафстоянку, а самого водителя в ближайшее время ждет суд, который, вероятно, превратит его на 1,5–2 года в пешехода и наложит штраф в 30 тысяч рублей. Водитель Mitsubishi Outlander пытался скрыться от стражей порядка минувшей ночью в поселке Царицыно в Казани. Он решил затеряться на улочках частного сектора, решив, что иномарка быстрее, чем УАЗы патрульно-постовой службы. Но на помощь им пришли автоинспекторы, которые загнали иномарку в тупик. Такого водитель иномарки не ожидал. До выезда из поселка оставалось несколько десятков метров, когда он увидел бетонный блок, который перегородил проезд. Деваться было некуда, пришлось остановиться и выкинуть в сугроб тот сверток, который он поднял за несколько минут до этого на глазах полицейских. Я запрещаю снимать водителя. Рассказать о причинах, которые побудили 31-летнего мужчину нажать на газ при виде полицейских и пытаться скрыться от них по узким улочкам поселка Царицыно, он рассказать не хотел, но тайны это ни для кого не было. За несколько минут до этого, практически на глазах полицейских, он поднял из тайника сверток, обмотанный синей изолентой, и сел в автомобиль. Это и стало причиной, по которой полицейские хотели остановить машину. Но не зная особенностей улиц, он свернул на Первую Владимирскую, проехав ее полностью, уперся в бетонный блок, перегораживающий дорогу. Сверток он выбросил, выскочив из машины, но стражи порядка видели, куда именно. Впоследствии он был изъят и направлен на исследование. Также в салоне автомобиля находилась пассажирка 1991 года рождения, в отношении которой был составлен административный материал по статье 6.9 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, либо новых потенциально опасных психоактивных веществ». Водителя на месте проверили на наличие алкоголя в крови. Прибор показал, что спиртного мужчина не употреблял. Во время медицинского освидетельствования в больнице у него, в отличие от его спутницы, не было выявлено и запрещенных веществ. Изъятый сверток направили на экспертизу, которая должна показать, что за вещество находится внутри и его вес. И уже исходя из результатов исследования будет приниматься процессуальное решение. Рамиль Шайдуллин, Константин Бушуев, вызов 112. С 13 по 24 мая в Казани проходит первый этап всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». Полицейские ждут любую информацию о незаконном хранении, изготовлении и сбыте запрещенных наркотических и психотропных веществ. Рассказать о фактах и подозрениях можно по телефонам, указанным на экране, в том числе и анонимно. В Казани сотрудники Управления экономической безопасности пресекли деятельность еще одной финансовой пирамиды. Как установили полицейские, с 2021 по 2022 год ее организаторы похищали деньги под видом инвестиционных программ. Людям предлагали вложиться в одну из самых надежных и дорогих вещей – в золото. Позиционируя себя продавцами ювелирных изделий на маркетплейсах, они привлекали денежные средства граждан под предлогом высокой доходности от вложения в золотые изделия. Взамен полученных денежных средств гражданам выдавались подарочные сертификаты или так называемые простые векселя, которые в действительности ничем не были обеспечены. Обязательства перед вкладчиками выполнялись с помощью денежных средств, полученных от новых клиентов. Их клиентами стали жители не только Татарстана, но и ряда других регионов страны. Следователи возбудили дело сразу по 2 статьям. Привлечение денежных средств и мошенничество. Обвинение предъявлено 2 его фигурантам. Максимальное наказание, предусмотренное статьями, до 10 лет лишения свободы. Лица, которым причинен ущерб от противоправной деятельности вышеуказанной компании, могут обратиться с заявлением в следственную часть Главного следственного управления МВД по Республике Татарстан по адресу город Казань, улица Губкина, дом 50. И это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Также мы доступны в социальных сетях. Присылайте видео, снятое вами. В студии была Алия Хайрудинова. Увидимся. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.